Писательница Полина Жеребцова убеждена, что российское государство повинно в геноциде собственного населения. Жительница Грозного находилась в родном городе обе чеченские компании. Ей было всего 9 лет, когда в 1994 году грянула первая чеченская. Девочка начала вести дневник. Он стал документальным свидетельством трагедии двух чеченских войн. В России дневник Полины Жеребцовой был издан всего несколько месяцев тому назад. Из-за угроз автору пришлось покинуть страну. На скайп-связи из Финляндии Полина Жеребцова. Госпожа Жеребцова, приветствую вас. Благодарю за участие в программе. Здравствуйте. Очень рада вас. В первую очередь хочу поздравить вас с изданием ваших дневников. Полина, почему у вас родилась идея издания книги и сколько лет вам понадобилось для ее воплощения в России? Вы знаете, очень много лет, около 6 лет я пыталась ее издать, обращалась в разные издательства. Многие читали, издатели хвалили, но говорили, что не хотят проблем с властью и не решатся издать подобный материал. Идея издать ее родилась у меня, когда я работала корреспондентом на Северном Кавказе. Еще в 2003-2004 году. Я просто поняла, что люди должны знать правду. Такую вот непредвзятую правду, когда подросток, ребенок пишет о войне. После издания книги в ваш адрес стали поступать угрозы, и вам пришлось эмигрировать в Финляндию. Но ваша мама остается в России. Вы знаете, кто угрожает вашей матери? Вы знаете, конкретно кого-то обвинить я не могу. Я думаю, что это система. И угрозы начались не когда я издала книгу, они только усилились, когда я ее издала, но и когда я работала еще молодым корреспондентом на Северном Кавказе и писала различные статьи на тему нарушения прав человека. Меня вызывали, со мной говорили, какие статьи мне следует писать, какие нет. Вот, так тоже грозили мне, но я была молода, очень упряма и продолжала писать. В какой-то момент моя журналистская деятельность, она ослабела, мы много переезжали из-за угроз с мамой, это 2005-2006 года, и угрозы поутихли, то есть как только я прекратила бурную деятельность в литературе. А когда книга началась издаваться, я нашла издателя, начались нападения, угрозы, и все стало гораздо серьезнее. То есть, когда затрагивается тема войны, преступлений против мирного населения, разных национальностей, против стариков, детей и женщин, эта тема не приветствуется для того, чтобы люди услышали, узнали правду в России. Потому что многие обмануты официальными версиями, официальными каналами и так далее. Люди запутаны, народ не знает правду и то, что там творилось на самом деле. Ваши дневники часто сравнивают с дневниками Анны Франк. А вы сами что об этом думаете? Вы знаете, вот авторы таких дневников военных, на разных войнах разные девочки писали, насколько мне известно, дневники, все разные. Но специфика войны, когда страдают простые мирные люди, она в принципе одинакова. Я в детстве читала записки Тани Савичевой из блокадного Ленинграда. И почему-то внутренне я сравнивала себя с той девочкой. Как-то она была мне ближе. И я, когда писала свой дневник, вот и во время Первой войны, и во время Второй Чеченской войны, я думала, что я погибну, скорее всего. И просто, может быть, кто-то найдет части обгорелых тетрадей и прочитает, как же жили простые мирные люди на самом деле. И как ужасна война, чудовищно по отношению к людям, которые остались вот в городе, в республике, не смогли выехать, потому что коридоры для беженцев обстреливали, люди в автобусах сгорали, очень многие не смогли выехать, побоялись, остались в своих домах. И как они страдали. В одном из своих интервью вы заявили, что публикация этой книги запустила программу вашей нейтрализации. Что вы хотели этим сказать? Вы считаете, что вам не простят издание этой книги? Я думаю, что есть такие люди в спецслужбах и правые радикалы, настроенные на то, что
Это не патриотично, то, что я делаю по отношению к России, но эти люди единственные правы в том, что я не патриот этой страны. Той страны, которая вот сейчас, какой она стала, по отношению к своим гражданам, когда своих граждан, своих стариков и детей бомбят свои самолеты и убивают свои военные. То есть это, что же это за страна такая? И мне в упреке, в угрозах как раз и было сказано, что я не патриот и позорю вот Россию. Но я считаю, что позор себя так вести, а не об этом писать. Полина, что вы никогда не забудете из того, что вам пришлось пережить в 2 чеченские войны? Ой, вы знаете, вот честно, случаев очень много. Я могу вот вкратце рассказать несколько. Вот ребенка, например, в Первую войну я видела обгоревшие трупы российских военных, которые валялись вдоль дороги. Их никто не убирал, не хоронил, их объели собаки. И мне было 9 лет. У меня подружка была еще на год младше, русско-украинских кровей девочка. И вот мы шли по дороге и увидели, как собака, значит, вот обгладывает то, что осталось от сгоревшего человека. И потом много ночей в кошмарах я видела это. И мне казалось, что этот человек жив, и что он просит помощи, вот его останки. Это было чудовищно, конечно. Также были случаи, когда мирный рынок уже в 99-м, мне было 14 лет, обстреляли ракетой. Погибло множество детей, женщин и стариков, мужчин на рынках почти нет. Это Чечня. Там торгуют именно женщины, старики и дети. И я маме помогала продавать газеты, галантерею после школы. Вот, и я была ранена, осколки попали в ноги, мама была ранена. Очень много соседей рядом погибло. Погибла 15-летняя девочка-чеченка, которая торговала шоколадными конфетами. Ее мать, сестра были ранены. Погиб мальчик 19 лет, ему оторвало голову, он пришел сестре помочь собрать товар. Рядом с нами погибла женщина, она торговала капустой. На 8-м месяце беременности она погибла вместе с ребенком, и сиротами осталось 7 детей. И какое лицемерие было потом заявлять официальными властями России, что это был рынок, где находились бандиты, которые торговали оружием. Я на этом рынке торговала с 8 лет. Были перестроечные времена, и несмотря на то, что наша семья была интеллигентна, дедушка 25 лет снимал фильмы, мама, крупный работник предприятия, получилось так, что мы торговали. И я никогда на этом рынке не видела оружия. Вот это тоже вот для меня просто чудовищное воспоминание. Это ваши детские и очень эмоциональные воспоминания. Но теперь, по прошествии стольких лет, что вы думаете о жестокостях того времени? Это были преступления, сопутствующие войне, как неизбежное зло, или целенаправленная политика уничтожения населения Чечни? Я могу единственное сказать, что это преступление против мирного населения. Я не могу сказать, что это было вот именно против какого-то одного народа, там жило очень много народов. Это вообще преступление против жителей Чеченской Республики. Причем вот этот обстрел, допустим, ракеты рынка, он начался еще до военных действий. То есть это, я не знаю, какой акт был сделан против гибели, ну как бы для гибели мирного населения, против мирного населения. И в моем понимании, что война это очень плохо, как-то нужно идти на компромиссы, договариваться. А все войны в Чечне, по моему мнению, происходили из-за ресурсов, которые там находятся, нефти. И вот эти гибель тысячи детей, там погибло 40 тысяч детей только в Чечне, кроме еще взрослых и всех. То есть вот эта дьявольская задача властей, как можно больше уничтожить, для того, чтобы пользоваться всеми этими ресурсами каким-то образом, ну вот, по-моему, это чудовищно. Но российские власти, если и признают малую толику преступлений, то утверждают, что все это творилось без умысла с их стороны. Нет, я думаю, что многое было сделано с умыслом как раз. Потому что как можно объяснить, что обстрелять рынок ракетой, не знаю, земля или как она называется, огромная ракета, туда, куда она попала на мирный рынок, не было тел, чтобы хоронить. И родные искали заколку для волос, пуговицы, часть кофты, руку, чтобы узнать свою мать.
То есть как это не было? Конечно, это преступление. Вы сказали, что российский народ не знает правды о чеченской войне. Но я скажу, что более того, многие, если не большинство россиян, ставят в заслугу господину Путину именно умиротворение и покорение Кавказа. В этом плане Чечня считается одним из его главных достижений. Что бы вы сказали вот этим людям? Вы знаете, очень сложно что-то сказать людям, которые запутаны и которые слушают ежедневно ложь официальных каналов, официальные версии. Очень трудно разбудить в них правду и желание что-то узнать, потому что у многих психика не выдерживает, им просто легче сказать, что то, что я говорю, неправда, то, что я пишу. Но я все же надеюсь, что будут такие пытливые умы, для которых подлинная история важна. И на самом деле главная моя идея издания этой книги и последующих частей дневника, что люди должны понять, что войны допускать нельзя, нужно искать компромиссы, что на войне гибнут очень многие люди, старики, там дети, женщины, которые не участвуют ни в какой стороне, просто там их дом, где некто развязывает войну. Поскольку дневник — это абсолютно документальное произведение, и любой квант неправды, он уничтожил бы его даже как некую мистическую сущность, вот, информацию, я думаю, это очень важно. Если когда-нибудь состоится суд по преступлениям в Чечне, вы будете свидетельствовать? Вы знаете, я думала над этим. К сожалению, Россия — это такая страна, над которой вряд ли возможен суд, как над фашистской Германией. Может быть, в силу ее ресурсов и зависимости других стран от этих ресурсов, уж не знаю, как это сказать более вежливо, но вряд ли возможен. Но, конечно, в моем понимании справедливости, именно такой процесс, как над фашистами, она и заслуживает. И, естественно, даже если меня убьют, мои дневники останутся свидетелями этих преступлений. И они на этом суде будут свидетельствовать, как же на самом деле война повлияла на людей, сколько убила, покалечила, свело с ума, и как никакой реабилитации и никакой компенсации за ранения, за мучения люди не получили. При каких условиях вы вернулись бы в Россию или Чечню? Но для этого нужно, чтобы сменился и система вся, и режим тоталитарный, вот этот, который в настоящий момент. Но я думаю, что в Чечня уже никогда не будет той, которая была в моем детстве, когда все народы дружили. Я сама из многонациональной семьи, многоконфессиональной. У нас всегда Тора, Библия и Коран стояли на верхней полке. Вот, в огромной библиотеке 10 тысяч томов. И я была очень начитанным ребенком, вот из такой многонациональной семьи. И все дружили, соседи делились друг другом праздниками. Русские, чеченцы, там, армяне, грузины, поляки, цыгане, кого там только не было. И вот этого мира, его уже нет. Войны нарушили отношения между народами, ненависть, геноцид. Чудовищное вот восприятие реальности с двух сторон пошло. Благодаря этим войнам. Главное, конечно, русско-чеченские отношения. И того мира нет. В Чечню я вообще, наверное, никогда не вернусь. А в Россию, ну, если только сменится режим. Возможно, когда-нибудь. Госпожа Жеребцова, благодарю вас за интервью. Удачи вам. Это была правда писательницы Полины Жеребцовой. До скорой встречи в программе «Ваша правда» на канале ПИК.